С самого утра сюда, к парку боевой славы в центре Сухума, где захоронены десятки погибших, начали сходиться люди. Почтить память павших в боях за свободу и независимость своей родины пришли руководители государства, ветераны, матери погибших, школьники, студенты. 27 сентября – один из важных дней в истории военной Абхазии. В этот день успешно была завершена операция, которая длилась 11 дней. Сухум был освобожден. Впереди долгожданная победа. Для нас это была самая заветная мечта – взять столицу, поскольку после взятия столицы вся остальная победа, она уже быстро вытекала из последнего. В те дни, в преддверии наступления, мозг практически не отдыхал. Ночью прокручивались цветные сюжеты по улицам, как мы должны зайти, поскольку это мой родной город, с которым я знаю каждый переулок, как пройти, откуда может использовать ландшафт противник. То есть это было самое знаковое для нас событие, и мы его взяли тоже на пределе наших возможностей. Победа была за нами. Я поздравляю народ Абхазии с этим знаменательным днем. Чтобы возложить цветы к мемориалу, люди шли нескончаемым потоком. К шествию присоединились даже самые маленькие. Детсадовцы уже знают, что такое победа. Они застенчиво приносят цветы к памятнику героям. Даже спустя столько лет в памяти ветеранов остаются события тех лет. Эти воспоминания, говорят они, уже невозможно стереть. Но рассказывать о своих боевых подвигах ветераны не любят. Говорят, каждый из нас сделал все возможное, чтобы приблизить этот День Победы. Сачадары заходили. И вот сачадары потихоньку шли и дошли до центра города. Взяли город и пошли дальше брать границу. Освободили границу и поставили флаг. В последние дни перед победой сложнейшая задача стояла у первой мотострелковой бригады Гумистинского фронта. Наступление они начали еще 16 сентября. Командир бригады Закан Нанба признается, несмотря на многочисленные потери, бойцы неудержимо шли к победе. 16 числа мы начали наступление через Нижний Гумистинский мост. А основные силы были сосредоточены с севера. Вот. Пока противник разобрался, где направление основного удара, мы уже, конечно, продвинулись на нужном для нас расстоянии с северной стороны и осели в течение нескольких, буквально считанных дней, осели над Сухумом, над горами, которые расположены с северной стороны города Сухум. Командир первой роты 2-го Сухумского батальона Юрий Хватладзе на момент взятия Сухума лежал в госпитале. Его ранили незадолго до начала операции. Тем не менее, перед бойцами батальона поставили задачу отвлечь на себя основную вражескую силу. По словам Юрия Хватладзе, к операции готовились чуть больше месяца. В день, 16 сентября, до того наша разведка сильно работала, батальонная. Те, которые стояли на мосту, грузины, наблюдатели стояли, сумели обмануть их, обезвредить, взять, в плен их. И дальше пошло, мы вошли, ровно в час вошли через Нижнего моста. И дальше началось, мы то, что имели задачу отвлекающего маневра, наверное, не только 100%, и даже больше, наверное, выполнили, потому что к 27-му часу, как мы говорим сегодня, сюда, в город, единицы с нашего батальона, бойцы дошли единицы, потому что было много погибших и много было ранено, но задачу мы, конечно, выполнили. Безусловно, у каждого ветерана войны, находившегося на линии фронта, своя история. Каждый из них не жалел жизни ради свободы своей страны. И все они были убеждены, что одна из самых сложных операций, взятие Сухума, должна была увенчаться успехом. Ведь именно она решала исход всей войны. Сария Смыр, Саида Гухава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.